Всем привет! Меня зовут Туяра, я из Якутии, и вы на моем канале. Сегодня вас ждет особенное видео, в котором расскажу о самом большом путешествии для нашей семьи и вернемся с вами в 2021 год, когда все это начиналось или продолжается до сих пор, о большом путешествии, где я одна с 4 детьми отправилась в путешествие по России, а именно по Краснодарскому краю. Мы сели в машину и уехали, куда глаза глядят. В 2021 году у меня не было такого желания снимать YouTube-канал и рассказывать о моем путешествии с детьми, но спустя вот сколько лет, сейчас уже на дворе 25-й год, я решила все-таки собрать все видео, которые мы снимали для нашей семьи, для семейного архива, и рассказать, что же произошло тогда, в 2021 году, что мы уехали с детьми и отправились в самое, конечно, большое путешествие, после которого, как говорится, мы не вернулись домой, во-первых, и, во-вторых, мы, конечно, очень сильно изменились. Скорее даже правильно, что я сразу не снимала видео, не делилась своими эмоциями, мыслями нашей поездки, потому что сквозь года, конечно, уже прошел не один год, мои мысли, ощущения и восприятие нашей поездки немного изменились, и есть возможность во время просмотра этого видео порассуждать. Стоило ли тогда отправиться в вот такое большое путешествие? Кстати, дорогие друзья, зрители, я хочу немножко рассказать более детально об этой поездке. Я написала свою первую книгу, и книга вышла в 2022 году на Литресе, книга электронная и доступна к чтению, так что я прикреплю здесь в комментариях ссылку, вы можете прочитать обо всем более детально, потому что я там написала в книге как инструкция, потому что люди, семьи, молодые родители всегда переживают, когда отправляются в путешествие с детьми. И как готовиться, я все там очень хорошо расписала, что книга попала даже в шорт-лист премии Литреса, чем я очень горжусь. Вот такая минутка рекламы случилась. Ну, давайте вернемся к моему повествованию. Из Якутска мы прилетели на самолете, то есть Якутск, Москва, потом Москва, Геленджик с 4 детьми, я одна и пару чемоданчиков с коляской. И многие спрашивают, почему Геленджик? В этом городе я ни разу еще не была за свою жизнь, и мне очень хотелось именно вот осенью уехать из Якутска на море, потому что немножко такой экскурс. В 2021 году в Якутии были очень страшные, ужасные пожары. Мы всю весну, лето, осень дышали дымом. Я решила, что надо обязательно поехать на море, чтобы, не дай бог, и профилактика, и все остальное. Так вот, я выбирала между Калининградом, например, и, может быть, Сочи или какой-нибудь другой город, и решила, что просто потыкала на карте закрытыми глазами, и палец мой остановился на Геленджике. Таким образом, мы реально приехали в город, в котором мы ничего не знали и никого не знали, по сути, и оказались в этом чудесном городе и тотчас влюбились. У нас было автопутешествие. Мы приехали сначала без машины, а через неделю наш друг привез к нам машину из Якутска.
И дальше не буду на этом останавливаться, и сразу расскажу про город. Город очень уютный, маленький, как я говорила, и очень много достоинств на самом деле в Геленджике, но основное достоинство это именно локация, локация того, что она очень комфортная была для поездок и в другие города. С другой стороны, у нас тут Кабардинка, Новороссийск, Анапа, дальше Крым. А с другой стороны, там вот Туапсе есть, еще Сочи, Адлер. А с другой стороны, до Краснодара 2 часа езды на машине. При этом до Краснодара можно еще останавливаться и в других городах, ну, например, Горячий Ключ, что-то еще там, много всего. Поэтому локация Геленджика оказалась самым удачным. В самом начале нашего путешествия старшему сыну было 15 лет, потом второму сыну, кажется, 6 лет было, я уже запамятовала, потом 3 годика и самому младшему 1,5 годика. Я даже вот сейчас, когда монтировала видео и смотрела на моих чукурушек, какие они маленькие были, и какая я действительно была сумасшедшая, безумная женщина, которая сажала детей в машины. Еще мы брали с собой велосипеды, которые нас всегда спасали во время путешествий, и коляску, и мы садились и ехали реально куда глаза глядят, изучали весь мир, новые места, знакомились с людьми и совершенно безопасно себя чувствовали. Очень много вопросов ко мне в Инстаграме прилетало на тему того, что не боюсь ли я, там, не знаю, очень много вопросов было там, не боюсь ли я? Ну, чего бояться? Во-первых, э, я верю в то, что добрых людей везде больше, потому что на самом деле хорошего всегда много, и если заострять внимание только на плохое или заострять свое внимание, там, много сил вкладывать в ожидание чего-то плохого, ужасного, можно упустить на самом деле самое важное. Поэтому умение доверять миру это, думаю, тоже один из самых положительных черт в характере человека, который я, наверное, еще и воспитала при себе и воспитываю в своих детях о том, что нужно уметь все-таки доверять миру. И действительно, вот именно открытость человека, она создает ту атмосферу, а, чтобы наслаждаться своим путешествием. Я еще и доверила своим детям, потому что многие же родители боятся, ой, дети наши такие капризные, там будут так себя вести, сяк вести себя, будут плакать, будет некомфортно, будут уставать. Ну, на самом деле, когда мы отправились в путешествие, это, кстати, не первая поездка наша, мы когда жили в Якутии, тоже всегда путешествовали с детьми, ездили в другие улусы, районы, потому что это классно, изучать что-то новое, открывать детям мир. Но еще для нас был большой такой шок, потому что в Якутии расстояния очень большие и не всегда комфортные. А вот именно в Краснодарском крае я влюбилась в эти дороги, эти виды. Все очень продумано, все очень красиво, хорошие дороги, но здесь прям на виде не такая дорога, это мы где-то блуждали, но несмотря это, всегда очень комфортно было передвигаться между городами и поселениями. Про доверие к детям. Да, дети мои прям партнеры, мои попутчики в этом потрясающем путешествии за все время наших вот блужданий, переездов многочисленных очень не помогали.
Конечно, бывали капризы, и это тоже нормально. Бывали разные случаи, но дети стали очень взрослыми во время поездки, и кто-то начал очень хорошо разговаривать, дети учились. И самое классное вот про доверие детям о том, что дети раскрываются в новых местах, когда вот как родитель я с ними разделяю все те же эмоции, восторг от красоты мест, от положительных эмоций. И мы все эти эмоции копили, копили, и до сих пор копим. У нас вагон и маленькие тележки, которые мы время от времени вспоминаем, открываем эти сундучки с нашими патронусами и возвращаемся в те самые дни. Дети, конечно, действительно очень быстро начали развиваться, запоминать даже вот новые места. Мы приехали, я, например, у меня географический кретинизм бывает иногда, и у меня вот сын, второй сын Тимир сразу говорит: нет, мы не по той дороге вернулись, этого дерева не было, вот этого не было, значит, мы идем туда. И они научились вот ориентироваться в пространстве, как это долго, быстро ли доехать, какие вот ландшафты бывают, и даже вот изучать листочки, э, что еще там, птичек, всего этого. Поэтому путешествие это не только про отдых, это про развитие, и не только взрослого человека. Я же тоже никогда не видела этих и прекрасные закаты, огромные дубы, или что еще бывает, там много всего необычного. Для меня все это тоже было впервой. И то, что мы вместе все это разделили, действительно стало для нас большим счастьем. И у меня, как у матери, конечно, как у всех бывает, там, ой, я какая-то плохая мама, я что-то не додаю своим детям, о том, что вот я им мало времени уделяю. Такого уже ощущения у меня нету. После Да, да, у меня, конечно, 4 детей было уже, когда я отправлялась в путешествие, но время от времени у меня там какие-то самокопания случались, о том, что я вот плохая, но во время этой поездки я стала очень уверенной в себе, о том, что я хорошая, я очень много делаю, и каждому уделяю внимание, о том, с каждым мы находим время пообщаться, обсудить и обмениваться своим мнением по каким-либо моментам, ситуациям. И эта поездка нас очень сильно сблизила, потому что в обычной жизни, давайте будем честны, у нас не бывает возможности вот по душам поговорить с ребенком, посидеть, посмотреть друг на друга. И я вот все эти моменты, я всегда, нет, я не та мама, которая все время работает, но даже мне казалось, что я уделяю мало времени детям. Я все это нагнала, и мы просто наслаждались моментом с каждым из детей или все сразу. Я тут рассказываю о том, что с детьми мы стали такими близкими, так еще и дети стали друг другу ближе, стали лучше понимать друг друга. И это очень ценно. Вместе они вот прям взрослеют, они знают, вот этот камешек мы забрали где-то там, мы где-то туда ходили. И мы, кстати, очень много ходили, действительно. Мы потихоньку начали изучать хайкинг, мы частенько уезжали за город и много-много ходили, потому что, ну, дети-то в основном как передвигаются на машине, или много мы стараемся куда-то не ходить. Например, в Якутске еще и климат к этому способствовал, потому что холодно, много не походишь. Во время наших вот поездок мы еще и много ходили, и дети учились ходить, учились быть терпеливыми, учились слышать и помогать друг другу.
В 21 году у меня был не такой большой опыт вождения автомобиля, ну, точнее, он был, потому что он был тоже такой экстремальный. Я круглый год ездила в Якутске, а когда я жила, это и в морозы, и в гололед, но у меня не было опыта вождения машины, например, по большой трассе, по городу-миллионнику, или, например, по извилистой горной дороге в дождь. Такого у меня не было, поэтому я прям училась на месте. Боялась, но училась. Я прям прокачала свои способности водить машину прям, да. Поэтому я хвалю себя, я вообще не боялась и просто брала и ехала, брала детей и ехала. У нас так такового большого плана не было. Когда мы ездим, мы не составляем такой план конкретный о том, что вот мы должны посетить такие-такие места, такого-то, такого-то числа. Нет, мы все это делаем очень спокойно, когда дети в ресурсе, и я в ресурсе, когда все выспались, отдохнули, мы не делаем гонку какую-то, чтобы добраться и посетить максимально большое количество мест. Такого нету. Мы были вот именно на видео, это у нас Сочи, Олимпийский парк. Мы приехали в Сочи на пару дней, нет, не на пару дней, там мы, по-моему, больше недели пробыли. И мне нравится то, что вот я всегда, даже до рождения детей, я много путешествовала именно в зимнее время, когда вне туристические сезоны, и это огромный плюс. Какой плюс? Это экономно. Тем более нас так много было. И вне сезон стоимость жилья, например, очень низкая. Всегда можно найти хорошие варианты жилья по адекватным ценам. Ну, например, вот нас сколько человек? 5 человек было, и в Адлере, рядом с Олимпийской деревней, я нашла классный пансионат. В сутки 1100 рублей было. Это 2 спальни, плюс кухня и гостиная совмещенная, и в стоимость входило парковочное место. Я думаю, это просто супер цена. Таких цен вообще я ни разу не видела. Поэтому мы очень экономно ездили и действительно получали удовольствие, потому что нас здесь много и не так много потратили. Плюсы еще путешествия вне сезон — это, конечно же, экономия и не такое большое количество людей, толпы в туристических местах. Ам, Это имеет, оказывается, значение. Я не люблю, когда много людей бывает. Или, как там говорят, я не люблю других людей, но было очень комфортно, нет никаких очередей, нет этой толкучки, ресторанов, кафе, всегда есть места. Билеты, кстати, в нетуристический сезон также бывает даже чуть дешевле, и сами как бы вот туристические центры, они какие-то более лояльные становятся, и сервис лучше, качественнее. В самом начале я упомянула о том, что у меня не было так такового плана, то есть программы, куда обязательно стоит сходить. Он был, только он был очень гибким и зависел от самых разных факторов, как я упоминала, это настроение детей, отдохнувшие ли мы, какая погода на улице, потому что от погоды тоже многое зависит. Бывает очень ветреная погода, например, для прогулки, или же дожди. Например, когда мы были в декабре в Сочи, всю неделю показывала дожди. Ну, как-то нам посчастливилось, но мы все равно везде успели и побывали. Поэтому есть план сходить, например, на какую-то пещеру, на какие-то экскурсии, горы, например, вот на висячие мосты, а, поваляться на берегу, посмотреть город. Это все есть. Но
всегда он может меняться. Поэтому я не делаю каких-то прям очень сложных программ, только вся гибкость. И если что-то не получается, то я сразу меняю, запасные варианты достаю из своего плана и вперед к приключениям. Где я нахожу места? Конечно же, все в интернете. Читаю отзывы, все изучаю по Тугису или Яндекс.Картам. Там вся информация, все отзывы есть, что очень облегчает путешествие. И теперь поговорим с вами о людях. Какие же люди живут на юге? Потому что самое большое богатство любой страны, любого города, региона — это люди. Мы не только ездим по новым местам, но мы знакомимся, общаемся с местными жителями. Удивительный факт, например, когда мы жили в Геленджике или в Адлере, оказалось, что в том же доме все живут из Дальнего Востока и Сибири. Наши соседи были из Сахалина, из Приморья, Забайкалья, Бурятии. И мы отлично ладили друг с другом. Мы все говорили: о, земляки, сибиряки, северяне. Поэтому я поняла, что многие вот северные жители северных регионов, они всегда стремятся на юг. Ну, мы-то тоже не исключение были, поэтому да, очень многие, оказывается, переезжают потом на юг. Из местные жители, например, вот я хотела бы все равно это упомянуть, например, когда я была в Сочи, я сходила в местный музей, и она мне не понравилась. Почему? Ну, давайте будем честны, в музее написана только история новая. То есть там всегда были вот Советский Союз, типа раньше ничего не было, пришел Советский Союз, и люди появились. Но также не было. Нет никакой нормальной информации о том, что какие народы там жили, племена. Об этом нету информации. Местные жители, вот в основном там адыги, армян много, турков много, еще очень много малочисленных народностей. К сожалению, об этом информации нету. Но мне хотелось бы углубиться в более глубокую историю, и я сама копалась, искала и читала. Южане очень теплые, добрые, открытые, совершенно никаких вот негативных воспоминаний, эмоций у меня не осталось. Я еще раз повторюсь, с каким внутренним состоянием я отправлялась в путешествие и всегда отправляюсь, и, соответственно, такое отношение же ей получаю. Чему же я научилась у южан? Спокойствию и умиротворению. Я, как истинная северянка, всегда спешила, всегда быстро-быстро, чтобы не замерзнуть, да, все быстро дела решить, быстро там отдохнуть, быстро куда-то сходить. Тут все прямо противоположное. Все спокойно, медленно, без лишней суеты, наслаждаясь моментом. Мне вот этого очень сильно, оказывается, в жизни не хватало. И я научилась вот кайфовать моментом. И отдельно стало открытием то, как южане отдыхают, сами местные жители. И это и этот способ отдыха я до сих пор применяю в своей жизни. Ну, например, как отдыхали в Геленджике или в Адлере или в Анапе, люди просто выходили на берег, устраивались поудобнее, садились и разговаривают, пьют кофе, чай, общаются, смотрят на море, провожают солнце в закат и разговаривают, готовят шашлыки, и так спокойно в таком темпе проходит у них отдых. И это действительно рабочая схема оказалась. Я рада, что научилась вот
именно в Краснодарском крае, когда я жила у моря, находить внутри себя вот такое умиротворение и спокойствие. Также спокойствие придало мне, например, общение с представителями полиции, дорожной полиции. Никаких проблем абсолютно не было. Если даже мы пересекались, если даже меня останавливали, всегда относились с уважением, без никаких либо превышений своих полномочий, всегда, если останавливали и желали там хорошей дороги, и в этом плане мне было абсолютно спокойно. Даже в вечернее время мы много гуляли с детьми, и ничего такого ужасного или опасного не заметили. В самом начале видео я сказала, что в это путешествие я отправилась одна с 4 детьми, и у многих, например, новых моих слушателей и зрителей канала появился вопрос, а где же тогда был супруг? Супруг к нам приехал чуть позже, он остался в Якутске по работе, и в любом случае он приезжал к нам. И, конечно, даже когда мы уезжали, и среди наших друзей появились вопросы, так почему же с нами не поехал, как он нас так отпустил. На самом деле у каждой семьи своя норма, свои особенности. В нашей же семье у нас полное доверие друг к другу, и мы такие партнерские отношения поддерживаем, потому что все, что мы делаем, супруг или я, мы делаем во благо семьи и для развития нашей семьи, и во благо детей. В тот момент нам казалось, и мы до сих пор считаем, что мы поступили правильно, было главнее всего это здоровье детей и эмоциональное состояние детей, потому что, как я ранее говорила, были сильные пожары в Якутии, это могло как-то так отразиться на здоровье наших детей, и мы поэтому выбрали более экологичный регион страны и туда отправились. Бывают еще вопросы, как я справлялась именно вот с 4 детьми в поездке. Тут никакого секрета нету, я же мама. Я даже думаю, что супруг, если бы даже отправился вместо меня с 4 детьми, все у него получилось бы, потому что, ну, это же просто поездки, и мы все равно в этих поездках остаемся с семьей. Все так же было, все те же наши традиции, какие-то бытовые дела, они как бы особо не менялись. И как-то вот проводить время с детьми это абсолютно нормально, просто немножко локация меняется, климат в нашем случае еще поменялся, поэтому каких-то таких сложностей я не испытывала. Конечно, бывала усталость, но я это все компенсировала тем, что я постоянно занимаюсь йогой. Для ума и тела это меня выручало и очень помогало в моем физическом и психоэмоциональном состоянии. Кроме этого, Арчелан, он взрослый парень, и мне очень сильно помогало его присутствие. И мы так попеременно, заменяя друг друга, помогая, поддерживая, справлялись с малышами. Дети у меня в целом спокойные, поэтому проблем так таковых не было. И как еще я повторюсь, доверие к детям. И вот это доверие, поддержка, взаимная поддержка нас очень круто выручала. Да и я не отношусь к тому, что проводить с детьми 24/7 как к какой-то каторге или к какому-то прям ощущать какое-то сверхъестественное событие. У меня такого нету, поэтому я все было как обычно. Это же все равно зависит от внутреннего состояния. И я не думаю, что это ужасно проводить все время с детьми, быть с детьми. Но когда
мне хотелось побыть одной, и я спокойно могла а, выйти из дома, посидеть в кафе, побыть собой, погулять по берегу или же встретиться со своими приятельницами, с которыми я познакомилась в Геленджике. Я считаю себя счастливым человеком, потому что а, исполнилась одна из моих самых давних мечт пожить у моря в зимний сезон, чтобы вот именно в зимний сезон. Ну, кто-то же хочет поехать куда, где тепло, бананы, пальмы растут, и море, или океан. Но у меня такого не было. У меня мечта была пожить именно у зимнего моря. Таким образом, я исполнила свою мечту, и это делает меня очень счастливой до сих пор. А вторая моя мечта это была поехать в путешествие, в дальнюю дорогу вместе с детьми. И не просто вот ездить куда-то на 2 недели, а именно вот полноценно пожить, попробовать что-то новое, чтобы дети мои увидели, что есть всегда выбор, что есть другая жизнь, другой климат, другие люди, другие языки, и чтобы они почувствовали себя везде дома. А чтобы почувствовать себя везде дома, это нужно, чтобы твои близкие, твоя семья была с тобой в этот момент. И это самое главное, наверное. И я счастлива, что вот эту атмосферу я смогла подарить своим детям и возможность вот попутешествовать. Как же мы сильно изменились за эту поездку. А, Не только вот если у меня в голове прям расширение каких-то границ случилось, возможностей, то у моих детей это абсолютно стало нормой жить без этих границ, чему я очень рада. Давайте подытожить наше видео. Мы успели пожить в Краснодарском крае в разных городах всего 6 месяцев, и за это время посетили более 10 городов. Это не считая каких-то маленьких прям мини-городков или же деревень, сел, каких-то поселений. Мы везде успели побывать. Нам очень понравилось, конечно, в Геленджике. В основном я о нем и говорила. К сожалению, с Анапой нам не повезло несколько раз. Я очень хотела подружиться с этим городом, но, увы. Но в любом случае каждый город оставил большой след на моей душе, в моем сердце. Я благодарю Краснодарский край за открытость, за гостеприимство и за то, что я и моя семья чувствовала себя как дома, и мы до сих пор прям обожаем вот этот регион. А, После мы, конечно, хотели еще подольше остаться, но, увы, обстоятельства сложились так, что нам пришлось отправиться еще в более дальнее путешествие, скажем так. Это наступил февраль 22 года, и после Краснодарского края конечным пунктом должен был стать город Москва, куда мы собирались уже полностью переехать, набрались сил, подышали свежим воздухом под краснодарским небом и отправились из Геленджика в Москву. Это была очень крутая и очень эмоциональная поездка. Мы могли, конечно, сразу из Москвы в Геленджик проехать. Там всего около 2 дней в дороге на машине через Ростов-на-Дону, но мы решили обогнуть и проехали 6 регионов. Это мы проехали Краснодарский край, Ростовскую область, Волгоградскую, Тамбовскую, Рязанскую и, наконец-то, Московскую область. Дорога заняла у нас 4 дня.
А, Мы прям проехали около 2000 километров. Я одна с 4 детьми. А, Была, да, тяжелая дорога, эмоционально тяжелая дорога была. И из теплого края ехать в Москву было тоже сложно. Каждый день погода менялась. Если я уезжала в кроксах из Геленджика, где все начинало зеленеть, цвететь, то когда мы приехали в начале марта в Москву, там еще лежал снег. Финишная прямая из Тамбова была очень жесткой. Снег, гололед, фуры и темнота, так как мы еще выезжали в 5 утра. Все погодные условия очень быстро менялись, плохая видимость, но мы прошли такое крещение, что ли, испытание очень большое. И я очень благодарна своим ботерам, которые проявили свою выдержку, стойкость и поддержали меня во время этой дальней поездки. Это уже было не такая, как развлечение, как радость, ху-ху, да, было совсем другое состояние, но мы смогли доехать спокойно, без никаких инцидентов и в целом безопасности доехать до пункта назначения. Дорогие мои зрители, я благодарю каждого, кто досмотрел это видео, нашел время. И если у вас вдруг возникли вопросы, пожалуйста, пишите, комментируйте, делитесь своими впечатлениями. А если еще вы хотите узнать что-то более подробно, детально, я рекомендую прочитать мою книгу на Литресе. Она доступна в электронном варианте. Книга называется «Дорожные заметки много мамы». Если вы собираетесь в путешествие, если вы молодые родители или хотите отправиться в дальний путь, может, кто-то захочет повторить нашу поездку, вы можете обратиться со своими вопросами ко мне или же вот прочитать мою книгу. И сейчас, с 2025 года, оглядываясь почти на 3 года назад, я задаюсь вопросом, жалею ли я об этом. Ни в коем случае. Это было и остается одним из самых замечательных воспоминаний. И мне когда-нибудь, когда вот уже дети станут взрослыми мужчинами, хотелось бы отправиться в путешествие тем же составом, по тем же местам. Так что у меня появилась еще новая мечта, цель. Возможно, когда-нибудь это получится. И сделать такое видео, продолжение. Впереди нас еще много разных мест, стран, которые которые нас до сих пор ждут. С 2021 года мы оказались еще и в Казахстане, объехали почти весь Казахстан. Об этом я также снимала видео. В 2023 году мы успели посетить юг Казахстана, например, полностью. Так что в этом канале всегда что-то интересное вы обязательно найдете. Буду рада вашим подпискам, лайкам и комментариям. И напоследок я хочу от всей души пожелать всем моим зрителям быть смелыми, не бояться, не отчаиваться, быть уверенными в себе, любить себя, любить своих детей, уметь доверять себе и окружающему миру, потому что порой нам этого очень не хватает, и всем мира и добра. Спасибо большое.